Орас и Рамзи Вазирбековы, пропавшие в аэропорту Домодедово, нашлись в Душанбе. Новый рынок внука президента разорил торговцев. Глава МИД Китая прибыл в Таджикистан. Активисты памирской диаспоры в Москве Орас Вазирбеков и Рамзи Вазирбеков, которые пропали из аэропорта Домодедово вечером в пятницу 20 июля 2022 года, нашлись в Душанбе. Как они заявили в опубликованной на страницах проправительственных троллей совместном видео, якобы сами приехали на родину и, узнав, что у органов к ним есть вопросы, сами явились следственные органы. Орас и Рамзи Вазирбековы исчезли из аэропорта Домодедово вечером в пятницу 20 июля, сообщил портал Памир Дели Ньюс 30 числа. Их рейс из Екатеринбурга совершил посадку в Домодедово в 19:30, о чем они сообщили своим родным. После этого их номера стали недоступны. Орас и Рамзи Вазирбековы известны своими критическими оппозиционными взглядами в отношении политики таджикских властей, особенно по вопросу Горно-Бадахшанского автономного округа. В последнее время они активно критиковали официальный Душанбе за репрессии в отношении памирцев, в том числе и военную операцию в Рушанском районе, в результате которой погибли десятки жителей, а также арест десятков активистов и местных неформальных лидеров Хароги и других частях Гбао. И Орас и Рамзи являются гражданами России. За последние полгода Россия передала Таджикистану минимум 5 лидеров и активистов памирской диаспоры, в том числе звезда ММА Чоршанбе Чоршанбиева, неформального лидера Амридина Алаватшоева, уроженцев Харога Джанибека Чоршанбиева и Муслима Наврузова. Алаватшоева в Душанбе уже приговорили к 18 годам колонии, а Чоршанбе Чоршанбиева к 8,5 годам лишения свободы. Практика рейдерских захватов и присвоения бизнеса населения перешла от зятя президента Хасана Садолозода к его дочерям, затем и сыновьям, а сегодня к делу подключились его внуки. Хасан Садолозода занимался рейдерскими захватами в одиночку, количество же его дочерей, сыновей и зятьев достигает 16, а вот внуков Эмомали Рахмона насчитывается около 40. И если все они пойдут по стопам родителей, им не хватит всего Таджикистана. Первый внук президента Исмаил Сохибов, которого пропаганда государственных медиа Подхалимов и Льстецов превратила в молодого и щедрого предпринимателя, начал строить и захватывать рынки, а также насильно переселять торговцев с других рынков на свои рынки. То есть он занимается именно тем, чем годами занимается его отец и другие зятья его деда, в особенности другой его родственник и зять президента Шамсулу Сохибов. Исмаил Сохибов построил новый рынок в районе Абдурахман-Джоми на территории пункта приема хлопка, который также присвоил, не заплатив за нее ни копейки. Однако, по семейной традиции, это новый бизнес молодого и щедрого предпринимателя разорил десятки торговцев. Все торговцы старого рынка Сомонион, по оценкам это около 200 человек, получили указания в кратчайшие сроки перенести свои торговые точки на новый рынок молодого и щедрого предпринимателя Исмаила Сохибова. Даже большинство из тех, кто до сих пор имел торговые точки на улицах и переулках, вынуждены переместить свой бизнес на новый рынок внука президента. Те, кто проявляет хоть малейшее сопротивление или выражает недовольство, вместе со своим товаром доставляются в отделение милиции или ГКНБ. Оттуда они выходят согласными переместить свою торговую точку на новый рынок, хотя они сохраняют свое здоровье и руки, и ноги, но их товар оказывается разграбленным или испорченным. Вечером 31 июля в Таджикистан с официальным визитом прибыл член Государственного совета Китая, министр иностранных дел этой страны господин Ван И. Об этом сообщает новостное агентство Ховар. В аэропорту Душанбе его встретил заместитель министра иностранных дел Таджикистана Фарход Салим. Ожидается, что сегодня, 1 августа, в рамках визита Ван И встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и председателем Маджлиса Милли Маджлиси Ули Республики, мэром Душанбе Рустамом Эмомали. Также запланирована его встреча с министром иностранных дел Таджикистана Сираджиддином Мухриддином.